Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 21 по 27 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента или по лунному знаку. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. Не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Ставим лайки для обмена энергиями. И спасибо всем за лайки, комментарии, просмотры, добрые слова, поддержку, донаты. Также, если я не замечаю в данных прогнозах какого-либо совпадения, вы мне обязательно пишите в комментариях. Я отвечу, что может обозначать данная карта совпавшая. Итак, козероги, давайте-ка смотреть. Давайте-ка смотреть вашу неделю с 21 по 27 ноября. У меня уже, извините, голос уже сел. Записать много все прогнозы, это уже как-то голос подсел немножко. Так, козероги с 21 по 27 ноября. Есть у нас метла, есть домашняя какая-то ссора, бытовая ссора. Так. Бытовая ссора. Дальше смотрим. Бытовая ссора смотрите, либо с какой-то женщиной, либо на почве того, что вам кто-то нашептал на ушко нехорошее, либо, знаете, человек вас чем-то укусил, и началась с этого ссора. Укусил в каком плане, да, что-то вот вам сказал, такое неприятное, вот что-то колкое такое, какое-то, вот, поэтому что-то может быть, либо узнали со стороны этого человека обман, допустим. Но здесь обычно всегда змея это у нас женщину показывает. Либо это человек, который родился в год змеи, кстати, тоже как вариант. Ну вот на почве этого человека может быть. Либо это мужчина такой длинный, худой, тоже как вариант. Мгм. Смотрим дальше. Так. Так, ну пока что ничего не видно. Ну, такое тоже бывает. Мгм. Так, есть какой-то успех, что-то успешно у вас произойдет или что-то успешно завершится. Положительно для вас. Так, дальше. Какое-то нерешенное дело. Успех в каком-то нерешенном деле. Так, давайте-ка будем смотреть, что у нас еще здесь совпадает. Есть у нас, смотрите, с кем у нас может быть вот такая ссора? А ссора у нас может быть а, либо ваш муж достаточно влиятельный, богатый человек, потому что это все-таки домашняя больше ссора. Ссора с мужчиной, женщина с мужчиной ссорятся. Влиятельный какой-то человек, либо человек, который работает в государственных каких-то учреждениях, госучреждениях, да. Так,
либо даже какой-то олигарх, там, ну, в общем, богатый, влиятельный человек. Так, либо просто ссора с каким-то высококвалифицированным специалистом, либо представителем власти и закона. Тоже может быть вот такая ситуация, ссора. Мужчина с женщиной, потому что это у нас мужская карта. Дальше смотрим, что у нас тут еще. Так. Так, у нас тут это нет. Угу. И давайте-ка смотреть еще вертикали, да? Так. Угу. Так, ну там сопутствующая карта. Здесь еще. И здесь. И здесь. Ну, смотрите, я пока что совпадений не вижу. Давайте-ка подытожим, что у нас здесь получается. А получается у нас общение с влиятельным каким-то человеком, представителем закона и власти, либо каким-то высококвалифицированным специалистом в какой-то области. Это мужчина у нас всегда идет. И у нас может быть еще ссора, то есть либо общение с таким человеком, либо может быть даже конфликт с таким человеком, либо это домашняя ссора, потому что у нас сопутствующая карта здесь женщина, которая говорит о том, что это может быть просто ссора мужчина-женщины, зацепились и все, пошло-поехало. Дальше у нас идет какое-то нерешенное дело, но оно успешно все завершается. Все. Больше я пока ничего не вижу. Так, ну что, давайте-ка, может, помиритесь. Может, все-таки успешно, на почве чего там эта ссора, мы же не знаем. Ну, давайте-ка посмотрим, на почве чего эта ссора. На почве чего ссора. Опять-таки, это, ну, такая подсказка, не у всех она может сработать, но вдруг кому-то поможет. Так, на почве чего? Ну, опять-таки, на почве вот этой вот женщины. То есть зачинщиком ссоры будет женщина на почве какого-то либо выбора, либо либо дороги. Выбрать из двух дорог, либо дорога, либо на перекрестке. Коварство со стороны, опасность со стороны такой вот женщины может быть. Ну, в принципе, в данной ситуации нужно проявить какую-то мудрость, ум применить и какую-то гибкость для того, чтобы вот этот конфликт или это какое-то нерешенное дело завершилось, ну, благополучно или помирились вы, допустим. Потому что у нас здесь такая карта тоже змеи говорит, ну, скажем так, о двуличии человека, о какой-то хитрости, на какой-то угрозе. Ну, кто-то кому-то еще угрожать будет. Вот, если так не сделаешь, то будет вот так вот, да. Ну, это что-то касаемо еще либо объединения, либо союза, либо договора, либо брака. То есть тут, ну, такое, это такая себе подсказка небольшая. Так, давайте-ка еще посмотрим совет для вас. Каким может быть совет для козерогов с 21 по 27? Давайте-ка посмотрим совет для вас. Прыжок веры. Архангел Метатрон. Он говорит о том, что вы должны поверить в себя, прислушаться к своей интуиции. Кстати, здесь еще карта интуиции. Вот змея, у нее карта тоже интуиция. И делайте то, что доставляет вам радость. Такой совет. И шестерка Ариила. Она говорит о том, что материальные потребности удовлетворяются магическим образом. Акты милосердия
отдавайте и получайте с чувством благодарности. Может быть, нужна будет либо вам помощь, либо вы кому-то помогаете. Так, вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.